Другим темам. Жители Уфы бьют тревогу. Они говорят, в последние дни их дома в Кузнецовском Затоне облюбовали закладчики и наркоманы. А по подъездам ходят настоящие вандалы. В поисках спрятанной дозы непрошенные гости ломают и вырывают домофонные двери. Люди боятся за себя и свои семьи. Подробности у Эмиля Басареева. Нет ключа, так открыть силой. Эти трое мужчин ночью уж очень хотели попасть в подъезд. Не преграда и тяжелая дверь с магнитным замком. Она, конечно, продолжает закрываться, но вот в ее надежности жильцы теперь не особо уверены. Тем более, что после себя такие визитеры оставляют и другие следы вандализма. Заглушки, да, снимали, выкинули. Здесь вот ковырялись полностью. Во всех подъездах, на всех этажах были они. Группа лиц очень много было. Сколько примерно человек? Человек 4-5. Вот там и девушки были. Непрошенные гости ломают и металлические наличники лифта, дверцы щитовых. Повреждается, по сути, все, что нельзя открыть. На камерах видеонаблюдения видно, что они обыскивают все углы и выемки в подъездах. Звонят в домофоны, просят открыть или же ждут, когда кто-то выйдет. Люди уверены, это закладчики и наркоманы. Вчера бдительные жители обнаружили неизвестный сверток и сразу же вызвали полицейских. Все это фиксировалось нами там, на фото, на видео. Вот здесь, то есть, как вы видите, здесь уже проведены, естественно, оперативные мероприятия по поимке, скажем, отпечатков пальцев. А конкретно вот здесь была обнаружена закладка в виде свернутой в изоленту, плотная сверток. Закладчики выбирают в домах укромные места, куда могут спрятать свертки. Например, распределительные щитки. Как мы видим, здесь защитная планка расшатана. По всей видимости, ее уже пытались отгибать. Жители встревожены. В последнее время группы неизвестных стали ходить по подъездам практически каждый день. И то, что фиксируют камеры наблюдения, заставляет всерьез опасаться таких визитеров. Тем более, что в новом микрорайоне проживает много молодых семей с детьми. Конечно, это же неадекватные люди, на которых даже нарваться иногда страшно. Но мы не отпускаем детей просто так гулять, всегда под присмотром, всегда с нами. Боимся за детей, за жен. Ну, как зачастую, кто вот эти употребляет, они как бы бывают неадекватными и непонятно, что от них можно ожидать. Думаю, способны на многое, вплоть до сломать окно и как бы сломать дверь. Активисты говорили, что летом бывает, что там есть посадка, они там на посадке тоже бродят летом. Со слов жителей, во время случайных встреч с непрошенными визитерами, те утверждают, что снимают квартиру и в то же время быстро ретируются, оставляя только следы вандализма. Полиция не реагирует. Мы же обратились, они приехали и заявление у нас даже не взяли. Когда приезжают, их уже нет. Забрали вот это заявление? Это в 12-м доме только. Это в одном доме. Они меня вызвали, я подошла. Значит, в этом доме не взяли заявление, то есть были вскрытия в доме. И здесь то же самое. И они не зашли, не взяли. То есть только там, где нашли закладку. В правоохранительных органах начали проверку. Полицейским предстоит установить, кто же все-таки орудует в подъездах. В полицию города Уфы поступил ряд сообщений от жителей микрорайона о том, что неизвестные лица ходят по подъезду одного из домов. Сейчас сотрудники отдела полиции номер 3 проводят проверку и устанавливают личности граждан, которые фигурируют в записях камер видеонаблюдения. Жители просят о том, чтобы в микрорайон чаще заезжали полицейские патрули. Люди говорят, наркоманы и закладчики появляются в основном в вечернее и ночное время. Не только последствия их визита вызывают у жильцов страх, но и возможная встреча с не совсем адекватными гостями. Эмиль Басареев, Анастасия Чебаева, Ильшат Давлетбердин и Рустам Галямов. Новости Уфа.